всем русским посвящается. Я впервые в своей жизни записываю видео на русском языке. Не потому, что я плохо знаю русский. Наоборот. Я русский знаю лучше, чем 95% этнических русских. Я прошла академический тест. Я абсолютно двуязычная. Я росла до 9 лет в Москве. Закончила первые 2 класса школы в Москве. Мы жили в Кунцево. И в 9-летнем возрасте мама вернула меня. Мы вернулись в Грузию. Я знаю вас так, как, может быть, вы сами не знаете себя. И еще, главное, для меня русский – это не национальность. Сейчас поясню, почему. Сейчас поясню, почему для меня русский не национальность. Для меня русский – это менталитет. Это тот антикультурный код, который заставлял ваш, если можно так выразиться, народ и ваше государство еще 200 лет назад обелять расписанные грузинские церкви, росписи белой краской, замазывать фрески христианского единоверного народа. Это тот русский, который лишил Грузию царской династии. За многие столетия ни персы, ни турки не додумались до того, чтобы упразднить грузинскую царскую династию Багратионов и этим лишить Грузию своей многовековой государственности. Вы те русские, которые убивали наших на протяжении столетий, последних 2 столетий, наших предков. Вы те русские, которые в 1921 году въехали во главе с ментально русским Сергеем Орджоникидзе, к моему стыду и сожалению, моим однофамильцам, и по приказу Иосифа Сталина утопили в крови 3-летнюю молодую республику, свободную Грузию, которая просуществовала всего лишь 3 года. 1918 по 1921 год. Когда Красная армия, бандитская армия, ворвалась в Грузию и начала то, что единственное она умеет делать. Убивать, разрушать, грабить. После этого мы прошли все те ужасы, которые прошли покоренные вами народы Советского Союза. Если приблизить время поближе, вы те, кто вспарывали животы беременным женщинам, те, кто насиловали 12-летних девочек, 10-летних девочек на глазах родителей, а потом убивали. Вы те, кто мать на глазах матери убили ее сына, юношу, потом выкололи ему глаз и заставили мать в Абхазии проглотить глаз своего мертвого сына.
до этого не додумывался ни Чингисхан, ни Тамерлан, ни Шахабаз. Никто до такого не додумывался. Но подойдем еще ближе. Пройдем геноцид в Чечне, который вы устроили целому народу. Геноцид. Хотя в Абхазии тоже был геноцид и этническая чистка, но чеченский масштаб был еще похлеще. Потом 2008 год, когда вы вторглись в Грузию под надуманным предлогом и 7 августа начали стрелять в обе стороны. И в этой стрельбе застрелили собственных российских миротворцев, чтобы под этим флагом, это называется подложным флагом, иметь казус белли, то есть причину, повод для начала военных действий против Грузии. Вы убили собственных так называемых миротворцев в Цхинвале, чтобы обвинить в этом Грузию. Вы думали, спящий в Цхинвале, который будто бы был обстрелян грузинской стороной, чего не было, и что блистательно доказал наш большой друг, кстати, чисто русский по национальности Андрей Илларионов. Я опять повторюсь, для меня русский – это не ментальность, это не нация. Для меня русский в том смысле, в каком я и мои соотечественники употребляем, это ментальность. Это худшее, что ваша нация собрала в себе на протяжении последних 500 лет. Опять-таки, Валерия Новодворская была русская, царствие ей небесное. Мой кумир Владимир Буковский был чистокровным, насколько это возможно установить, чистокровным русским. Тот же Андрей Илларионов, которого я безмерно уважала и уважаю до сих пор, он этнически русский. Но он не русский ментально. Владимир Буковский не был русским ментально. Валерия Новодворская не была русской ментально. К сожалению, русскими мы давно уже называем тех ублюдков, которые обстреляли собственных миротворцев, чтобы начать войну против Грузии, что потом доказал блистательно Андрей Илларионов, что это была ложь, что грузины не обстреливали и не начинали первыми обстрел, а российских миротворцев расстреляли свои же, как они это делали на протяжении веков. После этого вы сожгли все деревни Шида-Катли, потому что никакой Южной Осетии в природе не существовало. По статистике, которая существует до сих пор, сохранились документы, в начале 20 века в грузинском городе Цхинвале проживала всего лишь одна единственная осетинская семья. В Цхинвале жили грузины и грузинские евреи. К вашему имперскому, недоимперскому сведению. А осетины, которых мы приютили, которые с Северного Кавказа на протяжении последних 2-3 столетий спускались с настоящей Осетии, единственной и неповторимой, единственным вроде из так называемой Северной Осетии, которые спускались нищие, голодранцы, и которых князья Мачабели нанимали себе прислуги или давали им какие-то участки земли. Приютили мы их, приютили. А большевики
использовали их в политических целях, только придали этому национально-сепаратический оттенок. Всего лишь. И назвали историческую землю Шида-Картли, сегодня мы можем сказать Цхинвальский регион, назвали большевики Южной Осетией, которой исторически никогда не было. Приблизительно то же самое происходило в Абхазии. На протяжении последних 3 столетий ближайшие родственники адыгейской народности, которая до сих пор проживает на Северном Кавказе, ближайших родственники племя, никогда их не было государственности у народов Северного Кавказа, это факт. Это ближайшие родственники адыгейцев, Апсуа, кстати, это самоназвание у них в ходу до сих пор, Апсуа 300 лет назад, переселились южнее на историческую землю, грузинскую землю Абхазию. Что потом произошло, не буду повторяться. Но там произошел геноцид, и это происходило вашими руками, русские. Вы оккупировали 2 грузинские провинции, в советское время называемыми автономиями, потому что большевики так захотели, дали автономию. Еще 3 дали, Аджарской. Но там население, популяция грузинская была в большинстве своем, и тот сепаратизм, искусственный сепаратизм, который вы хотели насадить, не получился. Хотя была попытка. Одним словом, после этого был 2014 год, когда ваш наместник Янукович захотел закрыть Украине путь к своей идентичности, европейской идентичности. И что произошло с Януковичем, мы все хорошо помним. Этот московский князек был вышвырнут из Украины, и после этого Путин начал войну. Прошло еще несколько лет, и Владимир Путин, кстати, не для меня, не Владимир Путин, это суть российского народа, большинства, потому что даже я в своем неприятии российского империализма и всего того, что сегодня подразумевается под названием, этнонимом русский, даже я не могу не сказать, что хорошие русские существуют, конечно же, но их очень мало. Их очень мало, и они не создавали никогда, ни 500 лет назад, ни 200 лет назад, ни 100 лет назад, и сегодня не создают погоду в России. Погоду в России создают те, которые выбирают Лениных, грузин Сталиных, который только этнический грузин, а служил он российской модернизированной империи. Это люди, которые всегда выбирали таких людей, как Ельцин и Путин. Путин – это лицо России. Это не случайная фигура. Так же, как не случайны были все его предшественники. И когда вы начали в 2022 году широкомасштабную континентальную войну такого масштаба, которого не было после 1945 года, когда вы ежедневно забрасываете мирных жителей, я уже не говорю о солдатах,
А в чем солдаты виноваты? Они защищают свою родину. Но даже не о солдатах речь. Вы каждый день забрасываете бомбами и ракетами женщин, детей, стариков, родильные дома, детские садики, дома престарелых, гуманитарные здания, учреждения, мирное население убиваете. Вы убийцы. Да-да, вы убийцы. Есть люди, которые считают, что коллективная ответственность – это нонсенс. Что существует только индивидуальная ответственность. Но это не так. Я считаю, и не только я, что коллективная ответственность существует. И этому пример нацистская Германия. Потому что обычные немцы, конечно же, не убивали никого. Но большинство обычных немцев привели к власти Адольфа Гитлера. Именно поэтому союзники оказались так безжалостны, действительно безжалостны, гражданскому невиновному населению, в том числе, к сожалению, и к немецким детям, которых советские солдаты, доблестные такие, убивали и расстреливали, насиловали на глазах у родителей, а потом убивали вместе со своими родителями. Да, немцев, немецких женщин, немецких детей, сотни тысяч, миллионы убитых гражданских немцев. За, видите ли, коллективную ответственность. Так, извините, если немцы, невинные женщины и дети, даже дети, которые не выбирали Адольфа Гитлера, если они в случае немцев виноваты, если в случае Германии существует коллективная ответственность, тогда почему не существует коллективная ответственность в случае России и россиян? Никто не собирается насиловать и убивать российское или русское гражданское население, так как российская армия убивала немецкое гражданское население во время Второй мировой войны, и как она убивает вот сейчас, в данную секунду даже, гражданское население Украины. Украинцы не звери, грузины не звери, мы не звери, мы цивилизованные народы. Но знаете что? Вы очень плохо пользуетесь нашей цивилизованностью и обнаглели до того, постепенно обнаглели, конечно. В 22-м году вы были тише воды ниже травы, еще не освоились. Но прошло уже почти 5 лет, 4,5 года. И вот вы осмелели. И осмелелись до того, что на своей собственной земле люди свадьбу играли. И видите ли, русским туристкам, руссо-туристо облико морале, это же мем, русский турист, известный во всем мире в плачевном качестве. И вот несколько российских туристок, вернее, русских туристок, обнаглели до такой степени. Видите ли, им музыка мешала, они приехали отдыхать. И вот свадьба им не понравилась. Не знаю, ну вот так, не понравилось. Не нравились им звуки грузинских песен. Видите ли? И что они начали делать? Они начали с окон своих 3-го этажа
девушки называются. Это когда хотят, они вспоминают, что они женского пола. А когда они ведут себя как животные, почему-то тогда не помнят о том, что женскому полу негоже так себя вести. И они начали выкрикивать оскорбительные слова. Что грузины-папуасы, это грузины, папуасы, у которых Витязь в тигровой шкуре, когда писался в XII веке, россияне в болотах своих с трубками сидели и лазали по деревьям. Это мы, папуасы. Ну ладно, это так, отодвинем эту тему. Вот. Обзывали, оскорбляли, облили сперва водой, шампанским, а потом мочой. И за все вот это, за все эти гадости, которые они творили, администрация этой гостиницы, в первую очередь она виновата в том, что она не смогла навести порядок, моментально навести порядок. И именно из-за того, что администрация бездействовала или недостаточно действовала, именно из-за этого стало возможным, что после обращений с веранды снизу вверх к этим девушкам, после этих обращений, которые не возымели никакого действия на этих непотребных существ, один из них, брат жениха, у людей свадьба, это не как у вас. У вас свадьба, это самое, каждые 3 дня. Это Грузия. Это Грузия. Это традиционная страна. Свадьба, это часто один раз на всю жизнь. Вы навсегда испортили, испоганили, изроссиянили им свадьбу своим бессовестным скотским отношением, своим скотским отношением. И вот тогда брат жениха был вынужден, был взбешен уже вашим хамством, вашим историческим, из поколения в поколение переходящим животным хамством. И он поднялся, чтобы образумить, поговорить. Но шалава, которая открыла дверь, она, кстати, могла и не открывать. Это была абсолютно спланированная провокация, я в этом уверена. Она открыла дверь и начала себя вести так вызывающе, что еще человек оскорбленный, обматюканный, значит, испорченный весь праздничный день такой важный. И вот в этом контексте одна из шалав еще вцепилась в этого парня, имела наглость, вцепилась в этого парня, у этого парня, все видели эти фото его шеи, 2 бурые такие линии на шее от пальцев этой сучки. И вот тогда человек, да, я сама ненавижу насилие, тем более если мужчина, как это мужчина может ударить женщину. И это вообще не в грузинском характере. Настоящий грузин, ментально грузин, потому что ментальность определяет национальность, а не этническая составляющая. Поэтому я повторяю, что то, что я называю русским, это ментально, я подразумеваю ментальность, а не национальность. Потому что я знаю, да, я знаю очень порядочных и хороших русских. Дай Бог, чтобы многим грузинам быть такими русскими, как Андрей Илларионов или усопшие Владимир Буковский и Валерия Новодворская. Люди, которые были совестью России, совестью, которая России не нужна.
Поэтому двое из них уехали в эмиграцию. Один, слава богу, жив, Андрей Николаевич, а Владимир Буковский умер. А третью, царствие небесное, Валерии Новодворской, убил Путин. Да-да, я уверена, что ее убили в этой больнице. Как он убивал еще многих, и Немцова, и Навального, и Эстемирову, и очень многих. Самых достойных, самых лучших. Но вернемся. То, что в России всегда побеждает злые силы, и никогда во власть не приходят светлые силы, которые все-таки есть, да, в большом меньшинстве, но все-таки есть в России порядочные люди, но они никогда не создавали погоды. Они всегда или гнили в лагерях, или были вынуждены эмигрировать, или были арестованы, замучены, убиты. Вот это и есть Россия. И Путин это сын России, вот этой России, которую ненавидит весь цивилизованный мир. Мы не ненавидим Толстого, Достоевского, Чехова, Ахматову, Чайковского. Мы не боремся с культурой. Мы не боремся с языком. И это ложь бессовестная про ФСБшного телеграм-канала «База», который бессовестно написал, что, видите ли, девушку грузинский мужчина ударил из-за того, что, оказывается, она говорила по-русски. Это чушь. И все маломальски честные русские, которые такие проживают в Грузии, такие тоже есть, конечно, всегда и везде в меньшинстве, и в России, и в Грузии, но они уже сегодня говорят, я видела видеообращение, что никогда из-за того, что они говорят по-русски, у них никогда не создавалось в Грузии проблем. Хотя люди, которые собираются жить здесь больше, чем год, должны уважать страну, которая приняла их настолько, чтобы выучить язык хотя бы на базовом уровне. Как это происходит везде. Когда вы уезжаете в Америку, вы там, ну да, в Брайтон-Бич уже там английский не нужен. Но в Средней Америке, не в мегаполисах, и в мегаполисах во многих по-русски вас никто не поймет. И вы там даже не будете стараться говорить по-русски, потому что, знаете, вот Америка это за граница, Италия за граница. А Грузия, ну что Грузия, Украина, Окраина, Молдова. Ну это же наш задний двор. Выкусите. Ваш задний двор это Тверь и Самара. А скоро и его не будет, и их не будет. Так что запомните, никогда больше Россия не будет командовать народами. То, что сегодня происходит, когда вы замахнулись на самую крупную страну, героическую страну Украину, это самая крупная страна Евросоюза. Вот тогда настал ваш конец. Украинцы любят говорить: Киев вас породил, Киев вас и убьет. Вот так, как я вас породил, я вас и убил. Да, замахнулись на такое, что вы проглотить не сможете. И эта агония, это начало вашего конца. Начало вашего конца как империи. Потому что все ваше раздутое, ни на чем не обоснованное самомнение, эти имперские ужимки, эти фантомные боли распадающейся империи, это все происходит
от чувства ложного чувства величия вашей страны. А на чем основано величие страны? В нормальных цивилизованных странах величие страны подразумевает развитое здравоохранение, развитое образование, высокий уровень жизни граждан и так далее, и тому подобное. А в России, где половина населения до сих пор ходит в деревянные сральники на улице, понимаете, где унитаз для граждан, который унитаз – это последнее слово техники, 50%. Да-да, я читала статистику. И вот такая страна хочет, значит, условия диктовать таким странам, как Украина, как Грузия со своей 3000-летней культурой. Грузия. Ну и что мы немногочисленны? Но вы же величие нации определяете только по одному признаку. Что у вас необъятные границы, завоеванные в свое время главным образом немкой Екатериной II и грузином Петром I, маньяком и садистом, который был незаконнорожденным сыном грузинского принца. Кстати, где вы были без грузинов и немцев? А? Петр I, Екатерина II, Сталин. Чтобы я их в гробу видела. Они же работали на вас. Так вот, истинное величие страны не определяется километрами ее границ. Величие страны определяется тем, насколько государство заботится о своих гражданах, насколько силен закон в стране и все институции, насколько демократично общество и насколько соблюдаются права человека. Вот истинное величие страны. А ваше величие, основанное только на столетиями назад завоеванных километрах. И на нефти и газе. Вот нефть и газ уже просрали, еще хуже будет. Немножко подождите. А километры тоже потеряете. Потому что нафиг никому не нужна ваша рашка. И эти народы, покоренные вами, как скоро, так сразу разбегутся, как тараканчики. Да-да-да. Потому что Россия никакая не федерация, она империя, просто вот формально называется федерация. Никакого, значит, самоуправления абсолютно нет. Вся страна работает на Москву. Богатейшие регионы голодают, алмазосодержащие, лесосодержащие, вся таблица Менделеева. 1/6 суши принадлежит России. Но Россия не может ее освоить ни технически, ни демографически, ни социально, ни экономически. Вот Китай заберет у вас очень скоро, тихо так, тихой сапой заберет, вот и будет вам Украина. Вот кто ваш настоящий, действительный враг, Китай, которому уже Путин подарил несколько раз, кстати, территории. Но вы не только неразумны, вы еще офигительно наглые, некультурные и очень-очень неприятные. В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Запомните это, зарубите себе на носу. И когда вам что-то не нравится в стране,
Понимаете? Вам ничего не нравится в чужих странах. Но почему-то вы всегда бежите в эти чужие страны. Вот вы изгадили все в Абхазии. Все там мертвое. 35 лет ничего. Вот как собака на сене. Был золотой край. После того, как вы там засрали все, абсуйцы же они работать не любят. Они только на халяву там сдают летом дома, опять-таки для вот таких, как вы. А из нормальных стран туда никто не едет, никто не признает так называемую независимость абсуйского народа. Вот. Обосрали все там. И вот так там все уже. Там ничего не годится. Сейчас вам не хватило того, что вы обосрали Абхазию. А вот Саакашвили отстроил Аджарию, а сейчас вы в Аджарию потянулись. А почему? Идите там обустраивайте. А что вы обустроите? Это же не ваше, это же краденое. Все у вас краденое. Все. Даже историю вы украли у украинцев. Никакой Руси не существует. Существует только Киевская Русь. Существовала Киевская Русь. Но Киевская Русь это не Московия. До 17 века вы назывались Московией на всех картах. Посмотрите старые европейские карты 17 века. И Россией вашу, не знаю, вот эту территорию, еще не такую большую на тот момент, назвал Петр I. И то с подачи предателя, священнослужителя украинца. Он посоветовал Петру Первому назвать Московию Россией от слова «Русь». И это очень пришлось ко двору, понравилось. Потому что вдруг стали на несколько столетий древнее. Выдумали историю, что, оказывается, Россия связана с Киевской Русью, и она происходит от Киевской Руси, что есть неправда и ложь. И все историки серьезные сходятся во мнении, и на то есть документальные факты, что Киевская Русь – это и есть Украина. А вы – дикое племя, даже за 1000 лет не цивилизовавшиеся. Вот турки, мусульмане, да, которые захватили 500 лет назад Византию, потому что она также выебывалась, как сейчас выебывается Россия, да, и довыебывалась, и потеряла вообще государственность, и стала Турцией, да, даже Турция, мусульманская Турция, цивилизовалась. Сегодня Турция – это европейская страна. Ну, во всяком случае, в больших городах это так. Но Россия, она опять, несмотря на шик и блеск в Москве и в Петербурге, ну, вообще-то Россия в умах россиян – это Москва. И немножко Петербург. Вернее, Ленинград. Он еще Ленинград. Да. А остальная Россия, хоть бы хны, вам пофиг, Россия. Вам бы там жить, в Москве хорошо. Да. Так что краденое у вас все. Вы даже собственных граждан обкрадываете. Вернее, в первую очередь, собственных граждан обкрадываете. И Путин начинал войну по одной главной причине. И в Грузии, и в Украине. Нельзя, чтобы бывшие колонии жили лучше бывшей метрополии России. Знаете почему? Вот есть такая, не знаю, наверное, она уже за границей, потому что уже, наверное, ее иноагенты записали, путинские барзаписцы, да, придворные. Забыла фамилию, Лариса, ну, одним словом, не суть важно. Она написала книгу
при Саакашвили, во времена Саакашвили, когда Грузия развивалась бешеными темпами и была единственной постсоветской республикой, в которой удались реформы, были проведены реформы на все 100%. И книга называлась «Почему у Грузии получилось?». Грузия, которая до 2004 года была самой криминальной, коррумпированной и даже полностью государством было невозможно назвать то состояние, в котором Грузию ввергли в 90-е годы. Вот эта прекрасная русская, кстати, женщина написала книгу «Почему у Грузии получилось?». Вот именно почему начинает Путин, а раньше Ельцин. Абхазии же Ельцин начал, Путина не было. Вот почему. Чтобы когда русские, приехав в Украину, европейскую Украину, европейскую Грузию, увидят, как хорошо живут грузины и украинцы, или молдаване, белорусы, армяне, чтобы не спросили: боже мой, вот наши соседи, украинцы, грузины, армяне, молдаване, если там можно жить нормально, когда не берут взятки, когда полиция исполняет свои обязанности, некоррумпированное государство, институты работают, демократия, благоденствие, экономические большие успехи, народ доволен. Как? Если это можно в Украине, в Грузии, почему это нельзя в России? Вот из-за чего начинал ли войны Ельцин в 91 году против Грузии, а потом Путин в 2008 году против Грузии, а потом уже Путин в 2014 и 2022 году против Украины. Вот почему. Чтобы удержать власть, чтобы удержать свою ничтожную, позорную, убийственную власть. Если бы я была этнической русской, у Путина бы не было большего врага, чем я. Потому что до того, как он поступил с Грузией и с Украиной, я уже о чеченцах не говорю, катастрофу, он просто геноцид, полный геноцид устроил чеченцам. Я бы была бы первым врагом, потому что все-таки то, что он сделал для России, такого дерьма он не сможет сделать даже для Украины и Грузии. Он, во-первых, за 25 лет триллионы долларов, нефтегазодолларов, которые лились, распилил на своих дружков, на 100 человек, на 200 человек. А какую страну можно было отстроить за 25 лет? За 25 лет! Китай 25 лет назад был ничтожной бедной страной. Посмотрите на Китай. Китай, это же не Соединенные Штаты. Вот что значит ничтожество во главе у руля власти. Быдло, которое не интересуется тем, чтобы войти в историю, а интересуется, чтобы войти в книгу миллиардеров Forbes. Как остроумно сказала бы Иванишвили годами ранее Михаил Саакашвили, третий президент Грузии. Так что, дорогие мои, финита ла комедия. Первое, это ваша агония. Заканчивается. Заканчивается монгольская ига. Вот Монголия столетиями назад весь евразийский континент дрожал перед Монголией. Сегодня это такая маленькая спокойная страна, и вообще кто помнит о ее существовании. Почему? А потому что Монголия вернулась к своим историческим границам. И я всегда говорила, еще 20 и 30 лет назад, и с тех пор не изменила мнение, и сейчас повторяю, сейчас, когда уже я вижу контуры осуществления моей мечты.
Россия станет нормальной страной только в том случае, и обязательно это произойдет, когда она вернется к своим историческим, то бишь национальным границам, которые не такие большие. Московия, все. Вот станет таким же национальным государством, как Грузия, Украина, Франция, Англия, Италия. Вот тогда у нее появится шанс, еще Бог знает, используют ли они этот шанс или нет, но только в том случае есть шанс у России стать цивилизованным государством, где благосостояние граждан есть высшая цель государства и любой власти, если она вернется к своим историческим границам и станет национальным государством. В этих границах искусственно порабощенных народов, то есть приобретенных порабощением народов, в этих искусственно раздутых границах, она, во-первых, больше никогда не будет существовать, и в ближайшие годы начнется, не годы, возможно, очень скоро, до 30-го года, после победы Украины, которая обязательно настанет, и это вас бесит, имперские вы суки, я же знаю, бесит, ой, как бесит. И вот когда ваше существование в виде империи подойдет к концу, а этот конец очень близок, вот тогда начнется центробежные движения. А что это значит? Значит то, что в 91 году началось, но по преступному и глупому желанию Запада все это заморозилось. А то, что порабощенные веками вами народы обязательно станут свободными. И Чечня, и Дагестан, и Ингушетия, ну не знаю, Северная Осетия, вернее, Осетия захочет, пусть останется в составе России. Но я не уверен, что она захочет в составе такой России оставаться даже так называемой Северной Осетии. Вернее, историческая единственная Осетия. Так что Раша развалится. До 30-го года она обязательно развалится. А до этого будет победа Украины. А после победы Украины будет крах Путина. А после краха Путина придут силы, которые будут вынуждены в России любой ценой наладить отношения с Западом. А у Запада свои условия, которые он уже предъявил несколько месяцев назад, кстати, России. Деоккупация всех земель, которые она оккупировала в Грузии, Молдове, в Украине. Полная деоккупация и возвращение к границам 91 года. Свободная Абхазия, свободная Цхинвальский регион в составе Грузии, свободная Украина, Крым, Донбасс целиком, Приднестровье, Молдове. Все. И вот после этого, да, новые власти получат легитимность от Запада. А без налаживания отношений с Западом у России нет шансов. Абсолютно никаких. Ваши же эксперты, Z-эксперты, ваша же Набиуллина, которая, кстати, довольно хороший специалист в своем деле, да? Вы же знаете, кто такая Эльвира Набиуллина, главный ваш экономист. Она сказала Путину, что если война не закончится сегодня, это было 10 дней назад, до конца 2026 года наступит полный, как вы любите говорить, пиздец. Пиздец вашей экономики. Он уже начался. Он подкрался не так уж незаметно, довольно заметно. По очередям, за бензином и так далее. Так что и Трамп не ваш, и Крым не ваш,
и никто не ваш. А когда приезжаете в чужую страну, имейте совесть уважать традиции, обычаи народов и стран, куда вы приезжаете. Не будете соблюдать, не всегда будет пророссийская, пропутинская власть Иванишвили. Поверьте, с крахом Путина закончится Иванишвили и его лакейский режим. Я же знаю, вы бессовестные. Вы же прекрасно осведомлены, какая власть сегодня в Грузии. Вы же в Украине никогда бы такого не посмели. Почему? Потому что в Украине национальное, патриотичное, нормальное, какое должно быть, правительство. И только лишь в Грузии и в Белоруссии есть подотчетное Кремлю правительство. Но даже картофельный фюрер Лукашенко не так зависим и ведом Путиным, как Иванишвили. Но ничего вечного нет под этим небом. Закончится Путин, на второй день закончится Иванишвили. Так что, дорогие россияне, как ваша одна очень хорошая соотечественница зовет вас из-за границы в своих блогах рабсияне. Рабсияне. Так что, дорогие рабсияне, умерьте свой пыл, умерьте гонор. Да, Грузия была до появления вас вообще как государство. Вы на деревьях лазали, когда у нас строили храмы столетиями ранее и писали ренессансные произведения. Поумерьте свой пыл. Никто не собирается вам угождать. И если есть ментальные русские в Грузии, а, конечно, они есть, это и есть наша власть. Эти ментальные русские, те люди, которые составляют правительство Иванишвили, лакея Путина и лакея, то есть иванишвилиевские вот эти театр Карабас-Барабаса, да, какие-то там назначенцы. Сегодня один премьер, завтра другой премьер. Президент Грузии два слова еле выговаривает. Да, это театр марионеток. Так что театр не будет всегда. Это все закончится. И закончится скоро. Слава Украине, и слава, и победа Украине. И героям слава. И это все очень скоро закончится. Скоро для истории полгода-год это очень скоро. Максимальный срок это 27-й год. Я думаю, до конца года, но все-таки, как сказала уважаемая мною Алла Борисовна Пугачева в своем единственном интервью за последние 5 лет, как Россия напала на Украину, она сказала с Кипра или с Израиля, не помню, запомните 2027 год. Через 6 месяцев, даже меньше, наступит 2027 год. Так что ведите себя прилично, товарищи россияне, и скажите спасибо за гостеприимство. А если захотите впредь так хамски себя вести, позорно себя вести, как вы вели себя вчера, или когда это было, 15 апреля в Кахетии, не всегда будет вас покрывать наши коррумпированные правоохранительные органы, подчинявшиеся Иванишвили. Не всегда. Да. Наступят другие времена. Самое позорное именно это. Потому что вы никогда бы не посмели так себя вести в Украине. Потому что в Украине
вам бы набили не одной, а всем трем бы набили морду. Да набили бы так, чтобы из реанимации бы вас не вытащили. Где-то 2 недели точно. А здесь вы имели наглость. Первое, ударили. Вы имели наглость первыми обцарапать, физически оскорбить человека на свадьбе собственного брата, а потом для всяких этих Z-каналов выдумать мульку, что вас, оказывается, наказали за то, что вы разговаривали на русском языке. Я вот вас благословляю, чтобы вам в жизни всегда было так хорошо, как вы сказали правду о том, из-за чего вы получили пиздюлей. И под конец. Ведите себя прилично. Везде. Где бы вы ни были. Потому что скоро настанет время, когда вам запрут все страны. Абсолютно все страны. Потому что никто не хочет видеть ваше неслыханное хамство, ваше бескультурие, ваше скотское отношение к людям. Да, вы привыкли общаться так между собой. Но между собой это ваше дело. Но не ваше дело вести себя по-скотски, находясь в гостях. Вы понимаете это? Запомните это хорошо. Так что, дорогие россияне, идите вы по направлению к русского корабля. Идите по направлению русского корабля. Остановитесь. Остановитесь или уезжайте в свою Рашу, если вы не можете вести себя по-человечески. Грузия вас приняла, вам, туристам или мигрантам, была дана возможность отдыхать или жить, и все, кто это оценил, никогда не жаловался на невежливое отношение со стороны грузин. Несмотря на то, что ваше государство до сих пор оккупирует больше, чем 25% грузинской земли. Несмотря на то, что вы делаете все для того, чтобы вас не только не уважали, но и дико не любили. Так что идите по направлению русского корабля. Слава Украине! Слава Грузии! Героям слава!